Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Населенные пункты в пожароопасных территориях должны быть защищены от лесных пожаров заранее. Юрий Трутнев посетил село Бязькёль, пострадавшее от огня. Вся группировка МЧС, привлеченная для ликвидации пожаров в регионе, сохранится до завершения работ. Решается вопрос о привлечении дополнительной авиации. Возвращение легенды на российскую арену. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» выступит в новом сезоне. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил село Бязькёль Горного Улуса. Во время рабочего визита он ознакомился с текущей лесопожарной обстановкой, посетил палаточный гарнизон бойцов инженерных войск, осмотрел минерализованные полосы, поговорил с местными жителями и наградил отличившихся огнеборцев. Общаясь с журналистами, Трутнев заявил о необходимости пересмотра существующих правил прокладки минерализованных полос и механизмов превентивных работ. Полпред дал поручение руководству Рослесхоза обсудить данный вопрос с учеными, чтобы в будущем новые требования помогали защитить населенные пункты от лесных пожаров. Я считаю, что все населенные пункты в пожароопасных территориях должны быть превентивно защищены. Не когда уже пожар горит, а заранее. И в этом отношении они просто должны отстоять от леса на минимум на 100-150 метров. И я попросил руководство Рослесхоза, чтобы они вместе с учеными посчитали эту дистанцию. И надо просто провести эту работу. Вот то, что здесь сделано, мы сейчас видели лес спиленный, но он пока просто так внахлёст валяется. Это надо сделать спокойно, не в момент пожара, а в момент предупреждения пожара. То есть вот просто заранее убрать лес, раздать его по нуждам муниципалитетов жителям. Может быть, люди построят дома, может быть, будут построены какие-то общественные пространства. Создать механизм, который позволяет этот лес спокойно передать людям на дрова, на строительство, на что угодно. В свою очередь, глава республики Айсен Николаев отметил, что сегодня первый день, когда в направлении населенных пунктов активного движения огня не замечено. Однако под угрозой по-прежнему остаются более 10 сел в Хангалатском, Намском, Чурапчинском, Усть-Алданском и Горном районах. Что касается уже пострадавшего от огня микрорайона в селе Бязькёль, то дома для жителей планируют построить к середине октября. Здания возведут из массивных деревянных стеновых панелей по немецкой технологии, а пока продолжает подсчитывать ущерб. Глава подчеркнул, что каждую семью обеспечат всем необходимым. Мы считаем, что восстановление жилья здесь по Бязькёлю за порядка 250 миллионов мы обсчитали. Но при этом, конечно же, вот тот вопрос, который сейчас поднимают жители об обустройстве домов, внутреннем устройстве, это будет решаться в том числе за счет выплат, которые должны пойти через Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Мы уже документы сегодня как раз министру передали. Он уже вылетел в Москву, Евгению Николаевичу Зинычеву. Ну и, конечно же, я очень надеюсь, что в том числе и через линию добровольческого штаба сейчас уже объявлен сбор средств от крупных финансовых структур, промышленных структур, которые буквально каждую семью пострадавшую должны взять под опеку. И каждый из 175 людей, которые пострадали, обязательно получат помощь, в том числе и на обустройство жилья. Также полпред президента поручил Роскосмосу доложить, как обстоит ситуация с площадью пожаров в Якутии. Трутнев провел совещание в аэропорту Якутска по итогам облета села Тастах Намского района. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что в республике остается первый заместитель министра Александр Чуприян. Он будет работать в оперативном штабе, принимать решения, координировать все силы и средства. Вся группировка ведомства, привлеченная для ликвидации пожара в регионе, сохранится до завершения работ. Кроме того, решается вопрос о привлечении дополнительной авиации. В тушении лесных пожаров, по данным МЧС, занята авиационная группа из более чем 30 воздушных судов. И при поддержке правительства России будут отправлять детей, проживающих в пострадавших от лесных пожаров населенных пунктах, на реабилитацию в другие регионы страны. Об этом сообщил Айсен Николаев после совещания в аэропорту Якутска с Юрием Трутневым. Вице-премьер, в свою очередь, попросил главу региона оперативно подготовить списки нуждающихся в помощи и заверил, что она будет оказана.
Тем временем летчики-наблюдатели авиалесохраны продолжают искусственно вызывать дожди в центральной и юго-западной части Якутии по направлению Бердигистях-Мирный. Также в алмазную столицу дополнительно прибыли 75 парашютистов-десантников из Приморья и Хабаровска. С учетом уже работающих в республике парашютистов-десантников, численность группировки авиалесохраны, самой профессиональной в стране силы для борьбы с лесными пожарами, составит 1000 человек. Это самая крупная межрегиональная группировка сил для тушения пожаров в истории России. Мы сейчас находимся в горном районе, а тут были на Намском районе. Пожар очень крупный, но мы справляемся, побеждаем, ликвидируем, локализуем пожары. Но мы работаем днем и ночью, караулим, отжигаем. Вчера трактор был местного, который они по хозу делают, трактором поработали. И у него плуг поставили и попросили, что помогать нам. Удивили его и начали работать с ним. И начинаем отжиг после опашки. И благодаря работе самолета-зондировщика, который в эти дни был перебазирован в Мирный, искусственно вызванные осадки должны выпасть, как ожидают специалисты, в Вилюйской группе районов, а также в Кобяйском и Горном Улусах. И по прогнозам синоптиков Якутского гидрометцентра, завтра, 15 августа, в столице республики ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит плюс 29 градусов. Возможно гроза, ветер южный 5-10 метров в секунду. Упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 обнаружен накануне на глубине 110 метров. По сообщению МЧС России, на борту вертолета находились 13 пассажиров и 3 члена экипажа. Сотрудникам Кранотского заповедника удалось спасти из воды 8 человек. 2 члена экипажа находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Еще 2 пострадавших проходят амбулаторное лечение. Остальные за медицинской помощью не обращались. Напомним, вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Витязь Аэро», с туристами на борту упал в Курильское озеро 12 августа при заходе на посадку. После инцидента Росавиация запретила компании коммерческие перевозки пассажиров. Продолжается поисковая операция. На Курильском озере работают спасатели МЧС, включая водолазов. Сегодня туда были перевезены 3 глубоководных аппарата, которые предоставило Министерство обороны. Я хочу поблагодарить коллег за очень оперативную реакцию на нашу просьбу. И буквально несколько минут назад, благодаря работе эхолота и этих глубоководных аппаратов, был обнаружен корпус вертолета. Он затонул и лежит на глубине 110-111 метров, на расстоянии порядка полукилометра от берега. И сейчас место обозначено, и на месте спасатели определяются с тактикой дальнейшей работы по более подробному осмотру обломков и принятию решения о возможности их подъема на поверхность. Возвращаемся в наш регион. Зырянский угольный разрез посетили премьер Якутии Андрей Тарасенко и министр промышленности и геологии Максим Терещенко. Компания добывает в Верхнеколымском районе каменный уголь. Сырье с разреза используют как топливо в котельных и ТЭЦ 6 районов. Также уголь поставляют на Чукотку и в Магаданскую область. В прошлом году компания добыла 160 тысяч тонн угля. В году текущем добыча превысит прошлые показатели на 70%. Премьер республики поручил Минтрансу обеспечить гарантированную переработку жизнеобеспечивающих грузов в речном порту Зырянки. Он также отметил, что необходимо убрать с поселка терминальную перевалку угля. Для этих целей будет выделен земельный участок за пределами поселка. Также снабжают север всем необходимым рейсовики автобазы города Ленска. Несмотря на реорганизацию, предприятие продолжает модернизироваться и улучшать качество работы. Что нового и какие объемы выполняют сегодня дальнобойщики? В автобазу Ленска заглянула Анна Кожевникова.
И в снег, и в дождь, и в дым ленские дальнобойщики колесят по грунтовым трассам Якутии. Автобаза города Ленска с середины прошлого века была и остается основной транспортной компанией для северных направлений. И не только. Мирный, Айхал, Удачный, Верхняя Муна, Накын, Анабар и даже Усть-Кут. Такая обширная география. Именно на них, закаленных якутским бездорожьем лесовиков, ложится основной груз ответственности в прямом и переносном смысле. Модернизация в очередной раз добралась до предприятия «Алмаздортранс». С началом строительства в Ленске автомобильной газонаполнительно-компрессорной станции автобазу ожидает техперевооружение. Уже запланировано закупить некоторые автомобили на газовом топливе. Но как бы прогресс не захватывал все объекты, задачи у водителей остаются прежними. Своевременно в целости и сохранности доставить груз до пункта назначения. Перед рейсом дальнобойщики проходят осмотр фельдшера и получают путевой лист. Везем ВВ. Взрывчатку, взрывчатые вещества везем на Удачный для карьеров. Но если без поломок, 4 на 5-й день возвращаемся, 4-й день где-то вот так вот. Но это летом, да, наверное? Да, летом. А зимой дольше? Но зимой это по зимникам ходим, там-то бывает и недели, и месяцами бываем, дома не бываем. Но зимой сложнее работать то, что холодно, морозы. Мимо никогда не проезжаем, когда кто-то стоит, и зимой ходим только по двое, по трое. А эта зима выдалась аномально морозной. Но ленские рейсовики, а всего их 280 человек, достойно отработали на зимних трассах и на ближних, и на дальних расстояниях. На 2021 год запланировано перевести 264 тысячи тонн. Из них по круглогодичке 198 тысяч тонн, по зимникам 66 тысяч тонн. За первое полугодие перевезли 198 тонн. 138 по круглогодичной дороге и 58 по зимникам. Главным клиентом «Алмаздортранса» остается акционерная компания «Алроса», но работают и со сторонними предприятиями. А для качественного предоставления услуг необходимо пристально следить за состоянием автопарка. Этим занимается специализированное подразделение. В службу входят 11 человек, которые занимаются осмотром техники и также осмотром автомобилей, которые идут на ремонт ВАРМ. И когда выходят после ремонта САРМа, установление запчастей, которые были поставлены на технику, и произведен который ремонт, проверяет качество выполненного ремонта. А это 664 единицы техники, из них 285 автомобилей. Наливы, сухогрузы, самосвалы, автокраны, автобусы и легковые автомобили. Такой разношерстный автопарк распределен на 2 колонны. В основном ленская автобаза снабжена «Вольво», но остались и КАМАЗы, и даже «Уралы». Но главное не техника, а люди, которые трудятся в любых условиях. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В завершении о спорте якутский мини-футбольный клуб «Заря» после продолжительной паузы возвращается на российскую арену, сообщает «Спорт Якутии». «Заря» заявлена в высшую лигу чемпионата России в новом сезоне. Накануне команда из 9 футболистов прибыла в подмосковный Троицк. Там пройдет небольшая подготовка. Первый тур чемпионата России в конференции «Запад» стартует уже 4 сентября. По итогам сборов будет сформирован окончательный состав команды. За якутскую сборную продолжают выступать Афанасий Федоров и Джилустан Пестряков. Тренерский штаб работает над обновлением состава. Новых игроков планируют искать среди молодежи республики, а также студентов СВФУ. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.